мы живем в самой санкционной стране на свете. Прикол меня, Все остальные страны хотят нас захватить. Это мы мерзнем зимой в квартирах, чтобы наглядно показать Западу. Будет хреново без нашего газа. Хреново. Rossiyadagi TikTok'ta ishlamay. Хоть men orqali qararsiz endi. Manqurtlar. Называем чужие земли России и проводим там референдумы. Хотя всем нам и так понятно, что это не наша Раша. Параша, блядь. А это Сергей Шойгу, министр обороны и жестов доброй воли Российской Федерации. Вот уже более чем 2 года он отчитывается перед президентом обо всех отрицательных победах нашей армии. Как называется твоя должность? Министр обороны РФ. Короче. Фанерный маршал Серега Оленевод. Но ты же мне говорил, что все идет по плану. Владимирович, я угорал. Это пранк. Это просто строчка из гражданской обороны. И все идет по плану. Ну, это прикол, Как у нас дела с демилитаризацией на Украине? Так в скороговорке. Демилитаризировали, короче, нормально. Ты нормально объяснить можешь? Уважаемый президент РФ, мы просрали все по полной программе. Президент РФ. Ты хоть помнишь, какие у вас были задачи в СВО? Гарант, я вообще не в курсе. Я после 23 февраля в сраку был. Правда, Армагеддон и Герасимов тоже. Мы третий день берем Киев. Столько людей положили. Что я должен сказать электорату? Это прискорбно. Признавайся, Оленевой. Это ты их угробил. Признаюсь, мы просто отрицательно побеждали. А потом этот Пригожин и его вагнера начали меня кошмарить. Это как? Как начали кричать, где боеприпасы, а я в душе не гребу, где эти гребаные боеприпасы. Я поэтому и штаб, и драпану, только пятки Беркса засверкали. Заткнись! Что происходит, а? Караул! Я из-за тебя скоро войну просру. Что я буду говорить в Гааге? Попроси их понять и простить. А это единственный кабинет в России, где Путин не только висит, но и сидит. Именно тут нашему 5-кратному чемпиону по выборам делают ремонт гости из Северного Кавказа. Ай, молодец, красавец! Вот это вообще убил меня. Вы что, Борода, блядь. нахрена мой портрет зеленым сделали? Ну так, зеленый Путин сделал, да. Ты обещал мне кабинет отремонтировать. Где ремонт? Есть итог? Есть. ТикТок, начальник, вот, зачем мы ругаемся? Гребаные вы миньоны с орденами. Показывайте, что сделали. Вот он, я тебе чеченской мазилкой сделал. Бас называется. Дверь открыл, мазилка лизать. Вот, я отморозки сделали. В морозилке лежать. Да, так спокойник, Дон. Так спокойней? Да, и не достанет согревающий запах, Дон. Запад. А как я туда влезу? Ты не придумал? Придурок. Вот, частично придурок. Это ты частично придурок и твой полудурок. Я не понял, почему не работает? Что ты сделал с Донбассом, идиот? Да, ты что сделал с Донбассом, идиот? Уборная есть? Уёбная есть, вот. Пук-пук делать очень уёбно, Дон. Я с 22-го года пук-пук делаю. Можно было и раньше его поставить. Со стеной что? Обои где? Узоры выбрали? Укропы выдрали, Дон. Это
вся комната будет обклеена животами каких-то мальчиков. Ай! Ай! Начальник, есть лайфхак, Дон. Если укропника пришел, ты заложника достал, и никто стрелять не будет, Дон. Не понял. Какого заложника? Вот. Вы нахрена Ленина из мавзолея притащили? Заложник Украину создал. И ты сам говорил, укропа нема, своего создателя не стрелять. Короче, скажу на понятном тебе языке. Если завтра, Дон, не будет ремонта, я тебя ассалам алейкум делать буду. Скажи, отец, и долго мы будем выдавать себя за низкоинтеллектуальный гомо сапиенс? Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый. С 1709 года указ Петра I и ныне актуален. Что? Думали, мы умные, Дон? А вот вам, Дон. Сюда иди, Вася! Иди, пора! Охуеть, блядь. Где таких подобрали еще, блядь? Мы живем в самой санкционной давайте. стране на свете. Да Но ты. все остальные страны хотят нас захватить. Это мы мерзнем зимой в квартирах, чтобы наглядно показать Западу, как